был статьей 508. Кто и во сне окружен был собаками лютым конвоем, кто по суду без суда, всем, кто был судьбой обречен кандалами и колючкой цепями, им наши слезы и скорбь, наша вечная память. Залимецкий, здравствуйте. Алтынсаринская сельская библиотека приглашает на выставку напоминания «Суровая драма народа». Страшными страницами нашей истории стали политические репрессии. Унижены и уничтожены лучшие из лучших, у которых и в мыслях не было бороться против своего народа. Жен, сестер, дочерей, изменников Родины привозили в лагерь Алжир. Их обманом привозили сюда, говорили, что здесь они встретятся со своими мужьями. Женщины надевали свои красивые наряды и не подозревали, что окажутся в буранной степи Акмолы, в лагере, где их ждут тяжелые испытания. 90% женщин имели высшее образование. Это была интеллигенция страны, цвет нации, умные, образованные женщины. Их заставляли собирать камыши, рыть арыки и высаживать сады. В день узница должна была собрать 40 снопов камышей. Это была дневная норма. В случае выполнения нормы женщин жестоко наказывали. Их лишали еды и права на переписку с родными. Лишение права на переписку с детьми было страшнее, чем голод. Им разрешалось получать и отправлять 2 письма в год. И вот однажды, одним зимним утром, женщины-узницы несли с озера Жаланаш охапки камышей. Через некоторое время на берегу озера появились старики и дети, которые по команде старших начали бросать в этих женщин камни. Конвоиры начали громко смеяться, мол, видите, вас не только в Москве, вас и здесь в ауле не любят. Оскорбленные женщины думали, ну что же вы, старики, чему своих детей учите? Но вот одна женщина столкнулась об эти камни, а когда упала рядом с ними, то почувствовала запах молока и сыра. Она взяла кусочек и положила в рот. Он показался ей очень вкусным. Она собрала эти камушки и принесла в барак. Там были и заключенные женщины-казашки. Они сказали, что это курт, высушенный на солнце соленый творог. О, Господи, да ведь это не камень. От него так пахнет молоком. И в душе затрепетал надежды пламень, а в горле встал ком. Так вот, что придумали старики. Вот за что женщины детьми рисковали. Они нас от болезни берегли. Они нас от безверия спасали. Они поняли, что мы не враги, а просто несчастные женщины. И чем смогли, помогли, поразив нас своей человечностью. Местные жители были для них спасением. Каждый день узниц на работу сопровождал конвой с собаками и автоматами. Признательные показания давали под пытками. С вечера женщин вызывали на допрос, который мог длиться больше 7-8 часов, и сажали на высокую табуретку, чтобы ноги не доставали пола. Вставать было запрещено. Женщина продолжала сидеть в одном положении, не имея возможности вставать. Ноги долгое время находились в подвешенном состоянии. Они затекали и набухали. В ногах нарушалось кровообращение, и лопались вены и капилляры. Многие от боли теряли сознание и, приходя в себя, были готовы подписать любые бумаги, которые только им предоставят. Музейно-мемориальный комплекс «Алжир» расположен в поселке Акмол, 40 километров от Нур-Султана. Это наше прошлое, это уроки истории. Уроки истории имеют ценность только тогда, когда осмысленны и осознаны следующим поколением. В 1997 году Нурсултан Назарбаев подписал указ о том, что 31 мая объявляется Днем памяти жертв политических репрессий.